Служить или не служить, такой постановки вопроса в Советском Союзе просто не существовало. Воинская обязанность считалась почетной. Ответ на вопрос «ты где служил?» красноречивее всего характеризовал дембеля в любом мужском коллективе. Намеренных уклонистов и вовсе считали изгоями общества. В лихие 90-е авторитет армии резко пошел вниз. Военная реформа президента Ельцина – это заброшенные воинские части, вымершие военные городки, сокращение численности войск. Сегодня ситуация кардинально иная. Армия – главный оплот страны, служба вновь в почете, а комиссованные искренне расстраиваются врачебным ограничением. Сегодня на выбор рода войск влияют и личные заслуги. Самое основное – это, конечно, состояние здоровья. Более того, призывники, прошедшие обучение в образовательных учреждениях ДОСААФ и получившие военно-учетные специальности, такие как водители категории С, Д, Е, специалисты подводных, подземных линий связи, а также призывники, имеющие гражданские специальности, родственные военно-учетным, такие как повар, слесарь, крановщик, направляются, соответственно, в воинские части, где требуются соответствующие специалисты. В республике сегодня 16 городских и районных военных комиссариатов. Ровно столько же, кстати, было в 41-м, к началу Великой Отечественной. Штатная численность 470 человек. Причем у большинства из них работа вовсе не кабинетная, как может показаться на первый взгляд. Допризывная подготовка юношей – одна из основных задач военных комиссариатов. Понятно, что слово «патриотизм» здесь ключевое. К защите рубежей Родины готовят сегодня с младших классов. Зорница, уроки мужества, конкурс «Лучший призывник». В общем, все хорошо забытое старое. Особенно вот сейчас развивается движение «Юнармия». Кстати, у нас в республике этому активно уделяется внимание как органов образования, так и военный комиссариат оказывает большую помощь. И на сегодняшний день вот у нас в республике это движение считается наиболее благополучным, наиболее удачным. У нас сейчас среди всех регионов Северного флота, скажем так, на сегодняшний день насчитывается порядка 20 местных штабов, около 2400 юнармейцев уже, которые объединены в 139 отрядов. Ежегодно служить из Коми уезжает примерно 2000 человек. Показатель на фоне других регионов вполне нормальный. Впрочем, работа военных комиссариатов не ограничена лишь призывом. Ребята, покидающие регион, не предоставлены сами себе. О них сотрудники военкоматов регулярно справляются у руководства частей. И практически в 100% случаев отзывы и характеристики на наших ребят сплошь положительные. Причем иногда даже перед очередным зовом Родины командиры полков делают пометки: из Коми брать в первую очередь. Максим Васильев, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.